Всем еще раз добрый вечер. Сегодня у нас завершающий долгожданная встреча нашего марафона, заключительный день. И сегодня у нас в гостях наш учитель, наставник, руководитель Академии «Успех вместе», наш Николай Турушев. Я искренне благодарю Николаю, что уделил нам внимание. И не будем тянуть время, сразу приступим, да? Мы начали марафон 16 января. Длился этот марафон 21 день. И завершилось вчера. День задания завершилось вчера. Участников сначала было много. Где-то 18 человек изъявили желание, и в конце у нас получилось некоторые, по некоторым причинам отпали, и самые такие чемпионы остались 9-10 человек. И сегодня у нас задание, последнее задание, да, выступить перед нашим Николаем, руководителем Академии, долларовым миллионером. Это не каждому дано, девочки. Сделать такое выступление, да, отчет, что они получили от марафона. Марафон прошел у нас в Телеграме в основном, да, и было каждодневные задания, 12 заданий. Это все рекомендации наставника Андрея Артуровича, благодарность, зарядка, несладкое, посещение АУФ, сторизы, статусы и так далее, да. 12 заданий было, отказ от дрожжей, еще что было, питье воды, благодарность. Еще что было, девочки, напомните-ка. Такие задания, обычные действия амбассадора. Там круги швердок снимали там. Да, учились. И каждый день отправляли девочки видеоотчеты. И самое такое задание было 12 заданий каждодневные, и 13-й был задание дня. Это посещение мастер-классов по обработке фото, видео, например, по планированию, пригласили СММ-специалистов, они нас консультировали, как работать в соцсетях, почему, как делать, по техническим вопросам, да, и еще у нас был мастер-класс по бинару, по маркетингу, разнообразные такие задания, да, и открыть там YouTube-канал. И самое главное, в конце марафона у каждого участника должно быть 3 прямых эфира. Это в Инстаграме, в Ютубе, ВКонтакте по выбору. И сейчас девочки подготовили выступления короткие. И давайте начнем, да, с кого начнем. В списке у нас Ия Афанасьева. Туяра, давайте я возьму слово буквально на 1 минуту, потому что я всех не поприветствовал. Друзья, всем, как говорится, доброго времени. Надеюсь, у вас в Якутии тепло, жарко. Уже оттепель началась. У нас в Иркутской области на Байкале от минус 15 до минус 25, в принципе, нормально. Я каждый день... Но для меня вообще не холодно, потому что я каждый день закаляюсь, я растираюсь снегом, и я чувствую себя комфортно, когда другие люди мерзнут и замерзают, так что это для меня хорошо, Надеюсь, вам тоже комфортно, Ребят, смотрите, так как чувствуете, просто сейчас расскажите свои впечатления, то, что вы почувствовали от марафона, какая у вас энергия, что вы нового получили. Я с удовольствием вас послушаю, как друг, который сидит рядом, скажем так, у огня, видите, то есть
как говорится, якутски. Ну все, погнали, чемпион. Давайте начнем. Благодарю, Николай. И готовится Халгаева Лариса. Всем добрый вечер. Слышно меня, да? Слышно, видно, хорошо. Николай, здравствуйте. Туяра, привет. Так, я сдулась на 3-й неделе марафона. Ну, сперва начну по порядку, да. Научилась я, значит, не есть этот дрожжевой хлеб, сахар, пью очень чистую воду, зарядку делаю обязательно. 2 недели, честно, посмотрела все презентации академии, а на 3-й неделе у меня, значит, с телефоном беда-беда, он весь в трещинах. Значит, я подумала, вот нужно обязательно хороший вот смартфон иметь, ноутбуки иметь, чего у меня нету. Плюс у меня нету Инстаграма, от этого у меня тоже вот настроение упало, да. Я его удалила, когда вот эта вот вся заваруха началась. А ВКонтакте он какой-то не очень этот, ну как сказать, до Инстаграма ему, короче, далеко. Вот. Но зато я открыла свою группу своих потребителей, они у меня уже стали активно заказывать продукцию. Сегодня вот сделала Николаю первый заказ по Success Siberian, да. Так, еще что хотела. Ага, это вы. Я еще вам не ответил, потому что это... Ага, ну я там, да, все отправила. Ага. Вот, вроде бы все, да? Так, что-то. Так, ну что хочу сказать. Вы молодец в плане того, что, понятно, я когда в бизнес присоединился, у меня был, скажем так, телефон, но он не был, скажем, заточен на фотографию, на видео и так далее. То есть, ну, был хороший смартфон у меня, потому что на нем стояли там разные программы. И я почувствовал приоритет именно того, чтобы у меня должен быть уже камерафон. Вот, потому что тебе надо где-то фотографию сделать, где-то видео сделать, где-то выйти в эфир. И, следовательно, помню приоритет купить хороший смартфон. Вот, я это сделал. Потом следующим этапом у меня было купить компьютер. Вот, потому что после того, как я пришел в этот бизнес, я меньше, чем через год стал спикером. Ну, где-то через год стал спикером в академии. Вот. В принципе, я уже в академии с марта 2017 года и уже спикером являюсь, ну, сколько, почти 4 года. Вот. Следовательно, конечно, здесь компьютер нужен мощный, то есть хороший. Вот. Не всем, скажем так, обязательно такое иметь, но который тянет тут как бы все программы. Вот. Я желаю вам больших успехов, результатов. Самое главное, будьте в команде, вот, будьте со своим менеджером, куратором, с Туярой, и у вас обязательно все получится, потому что я сам такой же простой человек, который пришел в этот бизнес, у которого не было Инстаграма, как вы сказали, вообще. Вот. Я не вел абсолютно никакие социальные сети, я не любил фотографироваться, я видео вообще никогда в своей жизни не снимал. Вот. И вот через это я прошел, а теперь я являюсь спикером. Так что это все хорошо, все нормально. Спасибо большое. Так, Лариса готовится. Лена Данилова. Доброе время, марафонцы и Николай. Ага. У меня конспект, я, как всегда, волнуюсь. Что мне дал марафон? 21 день пролетели как один миг. Научилась отдавать обратную связь голосом, выходить в прямые эфиры в Инстаграм, ВКонтакте. Научилась планировать свой день, научилась техническим действиям соцсети, выхожу из зоны комфорта, добавила в проект будущего и настоящего своих знакомых, учусь действовать, а не думать. Так, еще... И вот что заметила. У нас в республиканской WhatsApp-группе я уже 2-й год, но как-то во время марафона все начали давать
обратные связи голосом, да, и почему-то группа наша стала очень активной. Может, это Вселенная тоже видит, что мы стараемся, да, работаем и хотим помочь всем. Очень отрадно было слышать, да, все результаты, отзывы. И еще благодарю девочкам марафонцам. Наверное, все стали мы как одна семья эти дни, да? Все друг другу как могли помогали. Благодарю Николаю за уделенное время. Благодарю Туяре за марафон. Благодарю Андрею Артуровичу за академию нашу благотворительную такую. И еще что за систему такую. Благодарю всех. И у меня все вроде. Молодец. Лариса, благодарю. Я вас помню, вашу всю семью. Вот. А почему помню? Потому что вы приезжали, соответственно, на Байкал. Вот. А кто приезжал? У меня зрительная память очень хорошая. Вот. Прям очень хорошая. И я вас прям вот как сейчас помню. Вы молодцы. Вот. Добрые, отзывчивые, благодарные. У вас обязательно все получится, потому что по законам Вселенной вот у вас именно вот это вот есть моменты, которые Господь вам даст больше. Самое главное не останавливаться. Благодарю, Николай. Так, Лариса, благодарим. Лена Данилова, город Вилюйск. Готовится Светлана Кириллова. Здравствуйте. Добрый день. Что-то я сегодня волнуюсь. А камеру не включили? У нас марафон. Камеру? Да. Меня не видно, да? Видно. Так, видно. А я почему-то не вижу. Видно. Мне да? видно. Все нормально, да, Николай? Да, говорите, ага. Да. Ага, все. Ну, наш марафон, вообще вот этот марафон, да, вот я как в академии уже год будет, как я в академии, да, сразу как подписала 7 января, как сейчас помню, я сразу в академию. И с этого дня посещаю постоянно систему. И вот все марафоны, которые были у нас до этого, инклюзивный вот этот марафон у нас, командно-якутский, это для меня дал, во-первых, наконец-то я научилась давать вот в соцсетях ролики, вот эти сторисы и так далее. Я стремилась, и практически сегодня это у меня на 60% получилось. Второй момент, у меня Инстаграм, у меня YouTube, еще ТикТок и ВК. Вот, это у меня достижение. И уже эти делаю, прямые эфиры. И сегодня уже, как говорится, уже есть, благодаря марафону, вот весь день, у меня 5 подписаний. Вот это уже, они уже все Success Together продукт все заказали, они уже как бы правильно. И в гостях они все в академию заходят, но они заходят как гости и плюс заходят через YouTube. Вот. Так что у меня достижения для меня очень много. Вот. Благодарю Туяру. И самое главное у нас вот во время марафона, да, прямой эфир каждую субботу, да, и я заметила, что каждый вот марафонец начал уверенно говорить. Вот даже передо мной Лариса выступала, она вообще суперская, развитие такое, да, и еще сейчас послушайте, девчонки вообще удивляют, они молодцы такие стали во время марафона, вот так оживленно. И системно стало. Каждое утро делаю зарядку, пью воду, клеточное питание, марафон, обратная связь и так далее. Когда вот что-то из этих не сделаешь, угрызение совести.
Так что я надеюсь, что у меня команда тоже будет такая же, как и я, системная. Благодарю, Николай, за обратную связь. Вы всегда и днем, и ночью всегда на связи. И Туяру благодарю за такой классный марафон. Всех благ, всех обнимаю, целую, уже соскучилась. Со всеми увидеться хочу. Все, благодарю. Спасибо. Елена, ну, вы молодец. Я смотрю, еще помолодели, вот, с момента Ой, Иркутска. спасибо. Да, то есть видно прям невооруженным глазом то, что технологии работают, и в том числе сибирские наши, то есть с Байкала. Вот. Хороший такой момент подметили, что вы надеетесь, что ваша команда будет такой же, как и вы. Я на протяжении 6 лет, почти 7 лет нахожусь в этом бизнесе и замечаю такую закономерность такую в плане, какой лидер, такая и команда. Вот. То есть какой лидер структуры, такая и команда. Вот. Потому что даже по мышлению все одинаковые. У нас даже топ-лидеры иногда по обратной связи в чате, либо по каким-то моментам, кто пишет где-то в академии, они иногда смеются, это, говорит, структура Турушева. Вот. И настолько это как бы связано все, потому что, ну вот правда, потому что мы проводим планерки, где-то обратную связь, вот, видно, что люди как бы копируют, и также и везде происходит. То есть, допустим, если лидер хороший, в плане, он всегда на связи, он всегда решает проблемы, вопросы, то есть, ну, с определенными какими-то навыками, то и такая же и структура. Вот. И иногда, знаете, то есть бывает, человек тебе пишет, допустим, с негативом с каким-то, но вот у него постоянно какие-то тараканы, претензии и так далее. Вот. И у него партнеры такие же все. Вот. И иногда ты встречаешь лидера, который благодарный, хороший, такой вот, ну, позитивный, и у него структура такая же. Вот. И люди приходят такие же в структуре. То есть вот это вот прямо закономерность. Я заметил, какой лидер, такая структура и такие люди к нему притягиваются. То есть человек притягивает подобное. Вот. То есть лидер притягивает таких же лидеров, то есть к себе, скажем так, одинаковых каких-то по духу. Вот. Иногда даже по состоянию души, по состоянию тела, даже ну, вот, прям по мышлению и так далее. Ну вот как-то вот так вот. Потому что заметил, в нашем бизнесе люди, они приходят на человека в основном, вот, а приходят они почему? Потому что вот кто-то откликается. И, допустим, вот у нас сейчас стартует проект Success Together, а многие люди с глубины, когда у них менеджеры куда-то убежали, они пишут, мы вот хотим туда-то, мы вот хотим к тому-то и так далее, потому что у нас там того-то, того-то нету, там мне откликается вот такой-то человек, я хочу к нему-то и так далее. Вот. И вот эта вот классная тема, я всем рекомендую всегда, следовательно, что? Это быть медийным, не стесняться выходить на связь, учиться коммуницировать, потому что это один из самых главных навыков в нашем бизнесе. То есть не бойтесь выражать себя. Вот. И вот Елена молодец, такая вот хорошая, позитивная. Мы в Иркутске очень хорошо, что приехали на президентский бал, потому что познакомились. Если бы мы воочию друг друга не увидели, мы бы сейчас общались совсем по-другому. И вот очень классно, что многие из вас были в Иркутске, и мы как-то с вами где-то соприкасались. Это очень классно. Вот. Все, благодарю, Елена. У вас большое будущее, 100%. Спасибо, Николай, за теплые слова. Благодарю. Так, Светлана, город Мирный, алмазная столица. Готовится сырдына. Всех приветствую. Николай, доброго времени. Благодарю, что уделили время. Знаем, что вы такой занятой Светлана, человек. доброе время. Да нормальный. Отлично, хорошо. Что мне дал марафон? Во-первых, друзей. Мы как одна семья. Очень, прямо как очень стали близки по духу, на одной волне. Во-первых, стала уверенной в себе.
выходить на прямой эфир. Для меня это было большим препятствием, так как я себя на прямом эфире никак не могла принимать себя из-за, ну, свои тараканы, короче, у меня свои были. И никак не могла принимать свой голос. Как-то вот чужой, как будто чужой голос был. И сейчас, когда я даю обратную связь, я с удовольствием потом слушаю себя. Это для меня открытие. Потом с удовольствием, ну, и, конечно, хромала системность, не было системности. Тем более, так как я родившаяся в СССР и росла в СССР, да, была таким этим, делай это, делай то, таких этих самостоятельных особо таких не было, да, по этой, короче, По команде, октябрята, да, пионерия, комсомолье, все по этой, такой самостоятельности особой не было. Поэтому, когда вот новое время началось, у нас, у всех, наверное, да, ощутили такое, что самостоятельности, оказывается, у нас нету. И вот сейчас системность более-менее вырабатывается, развиваюсь, пошаговые действия делаю, но вот себя я хвалю за то, что полностью отказалась от сахара, от сладкого, от дрожжевого. В это время, за время марафона, я полностью вообще, вот на честное слово говорю, что вообще не кушала, не ела хлеба, дрожжевого, вообще мучное не ела, и сладкое не кушала. И минус 2 кг в итоге. Но сегодня, извините, пирожков напекла для мужа. Так, потом большая или маленькая победа. Короче, выход в YouTube. И мои ногти, вот эти, да, которые я с молодых лет не видела, вот этих натуральных своих длинных ногтей, в Ютубе собрало 930 просмотров. Это ага. И, ну, неплохие просмотры по другим тоже роликам. Далее меня начали замечать в своем городе, в других улусах. И пригласили меня в ювелирку. Ювелирный магазин пригласил меня на рекламу. Тоже очень, с моей стороны, это было очень удивительно. И мое лицо сейчас в этом Валберис магазине мелькает ювелирными украшениями, золотыми, этими с бриллиантами. Это для меня прямо такие восторг. Звезда алмаз, да? Да, очень. Ну, искали взрослую женщину, и потом... Так, которая хотя бы может снимать себя на камеру, и вы здесь, хопа. Ага. Искали взрослую женщину, но потом девушка сказала, вот хозяйка сказала, что я ожидала такую взрослую женщину, а пришла такая девушка, говорит. Для меня было приятно слышать это. Я говорю, приходите в нашу академию, все будет замечательно. Вот, люди начали тянуться ко мне. Уже набирается команда, которые уже готовы активно работать. Для меня тоже это победа. Вот, ну, такие, марафон дал такие маленькие, но такие, как сказать, победы. Значимые победы, да. Благодарю Туяру большое спасибо человеческое, да, что для меня открыли вот такой мир. Николай, я прямо восторгаюсь с вами, всегда делаю пример. Поэтому за вами, как вы для нас, как путеводная звезда, за вами будем идти. И команду благодарю, девочки, прямо это, звездочки мои.
Будем вместе всегда. Все? Благодарю. Благодарю, Светлана. Но, как вы сказали, у вас достижения вроде бы как небольшие, но я бы сказал наоборот, очень хорошие, потому что вы вышли из какой-то зоны комфорта, стали снимать, что-то делать, вот, и вас заметили где-то и пригласили делать рекламу. То есть это очень хорошо, во-первых. Почему? Вы становитесь медийны, во-вторых, у вас будет, скажем так, возможность также сделать рекламу и по бизнесу, в котором вы сейчас развиваетесь, это очень хорошо. Ну и, следовательно, значит, просто как-то заслужили вот, по своим действиям и деяниям, это очень хорошо, это вот. И я поздравляю с вот этими достижениями, у вас хороший капитан Туяра, то есть, которая, как говорится, вас всех приведет к большим успехам. Спасибо. Так, микрофон дается. Это что такое? Сырдына, город Якутск. Готовится Мукчанова Елизавета. Всем привет. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, девочки. Очень тоже волнуюсь. Извините, если что. Ну, в основном в марафоне те, кто... Я тоже волнуюсь, потому что Сардана выступает. В основном в марафоне те, кто ездили в Иркутск. И все, да, в основном тут, кто ездили, да, и у них мышление и взгляд совсем другой. Поэтому вот такие, когда поездки намечаются, да, я хочу, чтобы все поехали вот на такие тренинги. Вот, это первая моя победа была. И сейчас вот я сделала марафон 3 недели назад, да. Если я до этого работала только в рамке, да, например, в статусе или в группе WhatsApp, да, то теперь через марафон у меня уже расширились границы, да. Это YouTube, ВКонтакте, Инстаграм. И я как бы на своем родном языке в Ютубе сделала видеозапись, да, и там рассказала про бинарный бонус и как правильно регистрироваться, да, вот в академию, и как бонус жизни, быстрый бонус, вот немножко рассказал. Это для меня была большая победа. Вот, и вот в марафоне тоже Туяра приглашала экспертов, они рассказывали, да, вот про интернет, там, как планировать. Это была очень нужная информация, очень-очень нужная. И насчет вот заданий, да, вот 12 заданий, ну, 11 заданий у меня очень хорошо выполнялись, так как я была уже готова, а вот сладкое с трудом. Чай с сахаром для меня это... Горячий чай с сахаром для меня это сейчас морозы, какая-то вот не хватает, да. Холодно на улице, но все равно хочется что-то такого сладкого. А вот теперь, заходя в магазин, я ищу дрожжевой хлеб не для себя, а для всей семьи. Вот, для вот марафон, вот чему меня научил, да. И наблюдая девочек, да, как они вот в прямом эфире рассказывают, как они выходят вот с лестницы, вот, ну, как наверх идут, я вообще восхищаюсь. Молодцы, девочки, молодцы. И очень хочу поблагодарить Туяру за этот марафон. Я от нее вот такой марафон ожидала, и она такой хороший нам создала, да, вот 3 недели, такой, как сказать, результативный марафон. За это ее благодарю. И я хочу немножко попросить Николая. Эфир можно передвинуть на час назад. По московскому времени 10 часов. Это моя просьба. Это какой эфир? Нет, вообще каждодневный эфир у нас начинается с 11:10, хотя бы с 10 часов. Невозможно, да, передвинуть. По московскому получается 4 часа. Я, знаете, отвечу честно. Вот, то, что он сейчас
проходит в 17:00 Москвы, это заслуга также Николая, вот. Но это мне требовало очень много сил и энергии, потому что раньше наши тренинги проводились вообще в 19:00. Вот. Да, я знаю. В воскресенье в 17 Москвы, а в среду они проводились, получается, в 19:00 Москвы. И, следовательно, раньше встречи проходили у нас в 14:00 Москвы презентации и в 19:30 Москвы. Вот. И сейчас сделали одну встречу, презентацию в 17:00 московского времени. Вот. Но, опять-таки, я лично хочу, когда магазин запустится Success Together, вот, то есть уже регистрация, все, там старт продаж будет, то сделать снова 2 встречи, то есть презентации. Одну в 14:00 Москвы, а одну в 19:30 Москвы. Вот. И почему это так сделано, я сейчас объясню. Потому что, допустим, мы строим бизнес международный. Вот. И, допустим, если взять даже Россию, то 70% России живет на Западе, в московском часовом поясе. Вот. 70%. И 30% это, скажем так, те люди, которым как-то где-то некомфортно. Это Иркутск, Якутск, Забайкальский край, Дальний Восток, там я уже совсем не беру, там регионы, там, допустим, Магадана и подавно, вот. Но я сам живу практически в вашем часовом поясе, и в это время тоже выступаю и нахожусь на всех тренингах. Вот. И, следовательно, я понимаю, что кому-то нужно когда-то идти на работу, поднимать детей в школу и так далее. Вот, это я все понимаю. И сегодня вот на тренинге был такой яркий пример, когда дочь Андрея Артуровича, вот, она находилась до самого конца целых 5 часов. Вот. И, ну, это очень круто. Это, знаете, это был пример такой, очень хороший, показательный для тех людей, которые торопятся на работу. Вот. И которые очень сильно любят своих детей, которые хотят их поднять утром. Вот. И я так скажу, если по-настоящему любите родных и близких и, скажем так, хотите уволиться со своей работы, то наоборот нужно больше времени посвятить тренингам и самое главное действиям. То есть посещение тренингов это очень мало, самое главное еще делать действия. И когда я начинал именно бизнес, вот, я иногда вообще спать не ложился в тренинг, который проходил с воскресенья на понедельник. Вот, и я еще после этого тренинга, мне нужно было проехать 700 километров на машине и начать трудиться. То есть я не спал, ехал на автомобиле, и потом до самой ночи еще трудился. Вот, в командировку уезжал. И вот так вот у меня продолжалось в течение определенного времени. Но я это четко понимал, для чего я это делаю. Я когда посещал тренинг, я не просто приходил туда посмотреть его, а я именно все записывал, конспектировал и это сразу же применял. Вот. И я создал очень быстро доход, который мне позволил уволиться с своей работы. Я тогда, когда трудился на своей работе, я зарабатывал от 200 тысяч до 350 тысяч рублей в месяц. Когда я трудился на работе по найму. Понимаете? То есть откуда я ушел, то есть я это нарабатывал практически 10 лет. И, следовательно, я себе создал платформу, чтобы именно уйти с этой работы. Понимаете? То есть я летом в сезон зарабатывал до 350 тысяч рублей. Это в те времена, я не знаю, депутат, наверное, нашего региона столько не зарабатывал. Вот. Но я очень много трудился, я себя вообще не щадил, очень много я работал, я так не хотел работать, и даже те деньги, которые я зарабатывал, передо мной не стояли. И вот смысл в чем? Вы приходите на тренинг для чего? Просто посмотреть, или вы хотите очень быстро это все применить и потом создать будущее для своих детей, начать зарабатывать, чтобы наоборот у вас освободилось время потом на будущее. Вот это очень важно. То есть вот это вот нужно проанализировать, и это надо просто вот серьезное решение принять.
Благодарим. Спасибо. Вот, но еще хочу добавить, Сардана молодец, вот, в плане, мне понравилось, как она, то, что взяла ответственность на то, чтобы получать продукты у себя в городе, вот, и то, что она камеру никогда в руках не держала и делала очень много разных попыток, чтобы снять ролик, который как бы нужно. И мне очень понравилось ее как бы терпение, но я понимаю, что, возможно, она материлась, как бы, но самое главное, она все сделала, и мне это понравилось, что она вышла из зоны комфорта и, самое главное, победила свою неуверенность. Вот. Я же это все замечаю, вы думаете, я через это не проходил, что ли? Спасибо. Но я не матерюсь. Я Спасибо. шучу, конечно, это вот. Ну там кулачки, может, сжимали, там что-нибудь еще, там, не знаю, там. Да, конечно. Телефон, может, хотелось там куда-нибудь. Вот. Все, спасибо, благодарю. Так, идем дальше. У нас время ограничено, да? Мчанова Елизавета, Верхневилюйский район. Готовится Андреева Наталья. Здравствуйте всем, девушки, Николай. Можно я не буду включать камеру? Я не готова. Здравствуйте, Время ведь коров. Ага. Я здесь печку подбросил, чтобы не замерзнуть. Я очень жалею, что не ездила вместе с вами в Иркутск на тренинг, да? Но мне знаком вот этот дух Дорнберга, так как я была в 2019 году, когда приезжал Дан Путман, там была на тренинге, и мне это знакомо. Поэтому я планирую, чтобы следующий этот тренинг поехать вместе с вами. Мечтаю. И очень хочу, прошу Вселенную, чтобы эта моя мечта сбылась. Что еще сказать-то? В таком марафоне я участвую впервые, да, и всех благодарю за поддержку, за вашу доброжелательность. И марафон меня научил системности, да, ну я работаю, и дома у меня, да, бабушка, мама, и стараюсь идти за вами все, но мне это не получается, вот прямые эфиры, да, и по времени никак, и тренингу это я стараюсь не пропускать, быть на связи. И Николая благодарю за поддержку. Мне эта посылка вот с этими сибирскими технологиями очень быстро дошла. И он меня попросил, чтобы я видео снял, да, с этими продуктами. У меня еще не получилось это, но я постараюсь сделать это и вынести в эфир, да. Ну, записать запись. Еще что, благодарю Татьяну мою, она меня пригласила в этот марафон, так как я все это время ну, хотя и употребляла вот клеточное питание, да, но я перестала посещать АУФ, но когда перед Новым годом встретила Татьяну, она меня позвала, и я что-то щелкнуло в меня, да, и решила заново вступить в бой. Я очень волнуюсь, и я еще не привыкла выступать, да. Ну и всем желаю удачи, и себе тоже счастья, здоровья всем нам. Ладно, все. Благодарю, Лизавета. Благодарю вас. Не надо переживать, не надо волноваться, потому что в нашем направлении каждый из вас должен понять, что нужно будет общаться много с людьми. И вот этот барьер общения, его нужно как бы переходить. И на самом деле я вот сейчас с возрастом, с развитием, с общением с такими, скажем, людьми, которые что-то добились в этой жизни по-настоящему, то есть общаюсь в последнее время. Допустим, это музыканты, бизнес-тренеры, Андрей Артурович, то есть люди в медицине. И я понимаю, самое главное
сегодня то, что ценится, это просто обычное человеческое общение, понимаете? Вот, и ты с ними можешь просто-напросто разговаривать на какую-то хорошую тему, там, где-то у огонька и так далее. И коммуникации сегодня это очень важно, понимаете? И этого сегодня не хватает в семьях, среди родственников, где-то за просто круглым столом с родными и близкими. Просто хорошего, дружеского общения. И всем нужно сегодня учиться коммуницировать. Убрать матершинные слова, убрать какие-то плохие слова, то есть научиться друг друга мотивировать, поддерживать и просто находить вот общий язык такой хороший. Так что все у вас получится, начнете скоро все снимать, вот, все у вас будет отлично. Так, Наталья Андреева, город Покровск. Готовится Татьяна Быканова. Ой, Наташа? сейчас, подключаюсь. Меня видно, да? Видно, слышно. Ага. Ой, доброе время, друзья. Я вот только что недавно пришла с работы. Я работаю бухгалтером, у меня годовой отчет. Поэтому вот с бухты-барахта буду выступать. Меня поймет, наверное, только Айгуль Газезова, как трудная работа бухгалтера, да. Я очень хочу больше... 7 фирм, то есть умею считать чужие деньги, свои пока не научились. Свои пока не научились, вот. Живем в кредит и ипотеку. Ну, надеюсь, с новым магазином у нас все будет хорошо. Ну, что я хочу сказать. Этот марафон мне дал очень много. Я благодарна Туяре, которая вот этот марафон сделала. Благодаря марафону я стала системной, дисциплинированной, завела тетрадку благодарностей. Раньше я этого не делала. Также научилась отдавать обратную связь голосом, которую я тоже не делала. Также у нас было задание выступить в прямом эфире. Я эти 3 прямых эфира сделала. За это я благодарю себя. Вышла из зоны комфорта. Я очень боялась камеры и вообще говорить я очень затруднялась. Раньше все время писать-то я писала, но говорить или выступать, вот этого у меня через этот барьер я переступила благодаря марафону. За это я очень благодарна Туяре. Также я пришла в академию через Туяру и ее сестру Гулю. Я их видела в соцсетях и пришла в академию «Успех вместе». Также я слетала нынче в Иркутск. Это мой родной город, где я родилась, и поэтому у меня была двойная причина, тройная причина, чтобы приехать в Иркутск. Мне мой Иркутск очень понравился, он похож на маленький Петербург, как бы, да, дома такие же, но только вот поменьше. Была на балу, как в сказке была, я была очень Только рада. круче, потому что энергия Байкала здесь. Да, и Байкал мы тоже увидели, и там же я применила вот эти новые технологии сибирские, как раз я там в первый же день заболела, и в первый же день, вот вы же приехали первого же, да, мы тоже первого, и раздавали вот эти коробки нам. И завтра была презентация вот этих новых технологий, где Лена Александровна рассказывала про эти технологии, и я стала принимать, и очень быстро восстановилась благодаря этим продуктам. Так, что еще сказать? Волнуюсь. Пришла с работы и покушала только, успела Мы покушать. не заметили, что вы волнуетесь. Выступаете лучше, чем Николай Туров. Вот, благодарю всех, благодарю Николая за вашу поддержку, когда вот отвечаете на наши вопросы, может быть, нелепые вопросы, да, всегда отвечаете, без внимания не оставляйте, это тоже для нас очень ценно. И также благодарю, естественно, нашу Туяру, нашего лидера Якутии. И также благодарю своего менеджера Гульнору Багдашину, это ее родная сестра. Она моя менеджер и очень меня поддерживает.
И благодарю всех девочек. Я с ними познакомилась вживую уже в Иркутске. Было очень круто. Новые знакомства. Вот. Я всех обнимаю, целую. Всем добра, процветания. До свидания. Спасибо. Благодарю. Благодарим. Но что я хочу сказать? Вот именно та ситуация, которую вы как бы сами сказали, она вам дана для того, чтобы вы вот именно преуспели в нашем направлении, в нашем бизнесе. Вот. Я потому что за все года в нашем направлении также отмечу для себя такой вот важный момент. Все люди, которые добились самых серьезных результатов в нашем бизнесе, они пришли сюда с огромной мотивацией. То есть у кого-то были серьезные проблемы со здоровьем, у кого-то финансовая дырка большая, там кредиты и так далее, и так далее. И вот все люди, которые чего-то добились, ими что-то двигало. А двигало что? Это именно вот какая-то трудность и какая-то проблема. И вот когда человек приходит, и у него все хорошо, я таких людей не встречал, чтобы они здесь достигали успеха. Вот честно вам скажу. Вот. По крайней мере, пока на моем пути. Все те люди, у которых есть мотивация и желание что-то изменить в своей жизни, это очень хорошо. И нужно научиться благодарить ту ситуацию, которая есть, для того, чтобы выйти на новый уровень. Вот. Потому что все то, что с нами происходит, это происходит для чего-то. И я вот в конце, когда все выступят, вам поделюсь с вами очень такими хорошими, ценными инсайтами. Так что у вас большое будущее. Все будет хорошо. А выступаете вы отлично, то есть вы что-то наговариваете на себя. Так, Татьяна Быканова, город Вилюйск. Девочки, давайте это быстро, да? Нас много. Угу. Быканова здесь, нет? Да. Татьяна Быканова. Татьяна. Так, не слышно. Идем дальше. Так, тогда... Татьяна, меня слышно, да? Хорошо, Татьяна здесь. Вас не слышно стало. Поступил звонок, и звук ушел. Давайте быстро. Здравствуйте, добрый вечер. Меня слышно? Да, слышно. Здравствуйте. Совсем никого не слышу. Татьяна Ангар. Интернет, наверное. Ага. Так. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Николай. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, во-первых, я очень рада вас видеть у нас в чате. Я была в Иркутске и с вами даже сфотографировалась, хвасталась, $100 миллионером сфотографировалась тут. Так, насчет марафона, ну, я самая отстающая, наверное, в марафоне, потому что особенно, ну, марафон совпал с самой перегруженностью в основной работе, потому что у нас вводится новый больничный комплекс, и где мы после работы тоже отрабатываем. Но все же я из 12 заданий Туяры самые, ну, в основном все выполняю, кроме, но самые основные, вот это в Инстаграме, Ютубе прямые эфиры еще не вышло, не настроила. В Инстаграм вообще после сеанса не заходила, но вот у нас было это мастер-класс, и я зашла, там изменили фотографии, ну, разбираюсь, но думаю, что разберусь в дальнейшем. Что мне дало марафон? Ну, во-первых, обучаюсь систематике. Я такой человек несистемный. И самое главное, начала вот систематически выполнять, но, как говорит наш наставник, одно и то же. И оказывается, правда, что оказывается одно и то же, когда делаешь, как-то эта систематика идет. И во время марафона я совсем перестала кушать дрожжевой хлеб.
Ага, чему очень сама рада. И сладости вот немножко ем, но не так, как раньше. И минус 1,5 килограмма во время марафона. Ага, вообще минус 6,5 килограмма вот со старыми технологиями. Так, что еще? У меня вот нашлись, ну, пока не партнер, но люди, которые вот уже влюбляются в новые технологии, вот Success Сибири. Ага, уже вот через меня заказывали 5 человек, ну, помаленьку, по 2, по 4, но все равно они уже начали кушать со своими близкими. И думаю, что они будут заказывать. И... Так, меня слышно, да? Вас не слышу. Да. Ага. Ага. Сперва хорошо слышно было, а потом вот мне Татьяна, звонок идем поступил, быстро, и все-таки быстро. это ушло все. Ага. Так, что еще? Ну, академия во время марафона все прямо прямой эфир каждый день заходила прямой, но иногда бывало, что я отрывалась в какое-то время, но на другой день все равно досматривала. Ага. Что еще? Хочу развиваться вот по этому направлению, потому что я уже поняла, что Академия «Успех вместе» — это люди, которые, ну, такое сообщество, что такое друг к другу очень хорошо относятся, там такая доброта, ну, как другой мир. Раньше я вот в Академии, ну, когда, ну, первый год я вот, конечно, старые технологии ела, но без академии. Потом Туяра вот все время нам рассказывала. Я зашла, сперва тоже подумала, что-то одно и то же говорят. Потом вот вникала, и уже суть уже поняла. Ну, там подключаю потихоньку, но некоторые вышли, оказывается, почему-то. А может быть, я с ними систематически не работаю. Вот. Так, что еще? Ну, марафон, конечно, делать марафон, я там не успевала, ага, но ежедневно не давала вот, видеоотчеты, но за 2-3 дня один раз, за раз самый отчет делала. Ну, думаю, со временем у меня получится, когда, может, вот на 2, через год-два, может, уйду вот отдых почетный, как говорится. Я вот вижу себя в этой академии в дальнейшем развиваться. Хочу и развивать своих детей в этом направлении. Вот я дочку все время агитирую, но уже они кушают вот новые технологии, и старые технологии ели. Хорошо, у них очень хорошие результаты есть. Например, аллергия прошла у моей дочери. Должны были меня оперировать. У меня был большой перелом позвоночника в 2018 году. И вот я Туяру через соцсеть увидела Туяру, как она со своей сестрой Гульнорой вышли и рассказывали про эти технологии. И я подумала, ну что за чудо технологии? Ну, думала, что за чудо препараты, думаю, хуже не будет. И сразу же позвонила Туяре, там, где внизу был телефон, где с ней общаться. И она мне очень таким добрым голосом все объяснила. И указала, вот у сестры у моей есть в Якутске, в Якутске моя дочь купила, она там живет. И меня отправила. Вот до сих пор очень, ну, все время благодарна Туяре, потому что я избежала операцию на позвоночнике, во-первых. Потом у меня папилломы ушли, ну, минус 6,5 килограммов, как я сказала. Ну, в общем, а вот с Цивирским скидровитин пью, и кардиовитин очень хороший, оказывается, но я там 2 купила, одну сыну отдавала, один кардиовитин вместе с декивитином и кедровитином вот по 3 раза по одной вот их съела, да, и у меня каждое утро 5 часов всегда повышалось давление, вот это ушло. Вот сейчас вот думаю, жду, когда выйдет кардиовитин. Он очень хороший, оказывается, в кровообращении. Вот я так поняла. Ага.
Вот. И что много, ну, хотела много сказать, но думаю, время ограничено. Еще раз благодарю всех, особенно благодарю нашего наставника Андрея Артуровича, наших лидеров Николая, Айгуль, Аэлиту и других. Вот и нашу Туяру, наших девчонок. Всегда, когда я спрашиваю, мне помогают, отвечают, особенно Лариса, Зардына. Я им тоже очень благодарна. Ага. И всем желаю здоровья, еще процветания. Хочу в дальнейшем развиваться, еще где-нибудь съездить вместе с членами Академии. Ну, как сказать. Так, все, всего доброго. Благодарю вас. Но давайте приезжайте. В Иркутске у нас будет март-апрель. Следующее мероприятие примерно. Вас не слышу, Николай, так жалко. Так. Так, Интернет. Так, следующее у нас Агафья Федосеева, готовится Максимова Матрена. Сейчас я вот выйду. Агафья. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Я выхожу из зоны комфорта, потому что я очень долго сидела дома, домохозяйка. У меня ребенок был домашнее обучение, поэтому я все время дома сидела. И я вообще ничего не умела по технической стороне вот это телефона. У меня компьютера нету. Поэтому я я уже второй год, почти 2 года будет, да, я здесь Туяру увидела и купила у нее ELF, Акселер. После этого я через полгода только подключилась к Академии, да, и видел, потом стала подписываться к этим, Галине Ким, стала это Гульфира Сагимбаева, да, и я видела, как у них проходят марафоны. Я очень хотела, чтобы они у нас тоже был такой марафон. И я очень благодарна Туяре, что она организовала этот марафон, потому что я стала давать обратные связи голосом. Я этого очень стеснялась, потому что я как сказала, очень уже домашний человек. Так, потом я стала по заданию Туяры, я один раз провела прямой эфир, хоть на своем языке, но провела. И это для меня уже достижение большое, очень огромное. И стала даже себя выкладывать фотографию до и после. И стали уже люди интересоваться, и стали ко мне подписываться, спрашивать, что ты там кушаешь, что ты ела, и стали уже мне заказывать. Что вы там курили, да? Да, и что вы там кушаете, и я очень долго училась этому заказывать. Мне кабинет моя менеджер Гуля сделала. Я так долго училась, только умею заказы делать, и все. И сейчас стала сторизы выставлять, статусы выставлять, и ко мне подключаются люди. Уже дважды уже заказали сибирские технологии. Через Туяру, через Ларису я заказала вам уже. Теперь, надеюсь, сама буду вам уже отправлять свои заказы. Очень надеюсь на это. И очень огромное спасибо за марафон. И Казахстан, почему я это хотела? Потому что я слышала Рустам Залихов с деревяшкой пришел и стал учиться соцсетям. И я тоже думала, вот же люди умеют, почему я не должна? Я должна тоже со всеми учиться, и я стараюсь. И у меня чуть-чуть, но получается. Вот молодец. Так вот. Благодарю. Но у вас обязательно получится, потому что тот человек, который хочет что-то освоить, у него в любом случае получится, если он просто не сойдет с пути.
Вот. Потому что мы когда-то первый раз приходим на кухню, борщ готовим, мы когда-то первый раз индигирку делаем, мы когда-то первый раз, там, я не знаю, там что-то еще делаем, понимаете? И такого же не бывает, что мы, допустим, за что-то взялись, и у нас не получилось. У нас не получается только тогда, когда мы, скажем так, останавливаемся на пути. Ребенок, когда рождается, он же первый раз встает, падает, встает, падает, встает, падает. И представьте, если бы он один раз встал, упал и такой, да ну я в баню, буду всю жизнь ползать, короче. Вот. Но это же не так. Вот. И человек, он всегда должен развиваться. И я не вижу никогда преград вот, развиваться в интернете. И тем более, вот вы сказали, дома находитесь. У вас столько времени, ну, я думаю, 2 часа в день точно найдется, чтобы построить серьезный бизнес именно в интернете. А на марафоне именно этому научат. Домохозяйкам некогда. Домашние дела никогда не кончаются. Они никогда не закончатся, если приоритет определенный тоже не поставить. Вот. Да. Я это прекрасно понимаю. Я вырос в деревне, вот. Я знаю, что это такое, но опять-таки, почему такой труд и такая работа? Потому что по-другому не научили. Да, это точно. Но мы это переоцениваем приоритеты. Да, учимся в академии. Да, спасибо. Всего доброго, успехов вам. Максимова Матрена. Так, готовится. Надежда Пестрякова. Матрена. Какое имя красивое. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер, девочки. Так, у меня это... Так, благодарю Туяру за марафон. За эти дни я многому научилась. Даже на прямой эфир выходила. Именно в соцсетях работать стала. И ставить ссылку, ставить научила. Но благодарю девочкам всем за поддержку, за помощь. Там научилась этому кругляшку давать отчеты. И все. И так коротко. Выиграла $100. Было. Сегодня, да? Нет. Прошлый раз. Прошлый раз, да? Вот. А сегодня кто выиграл? Будет выступать скоро, да, Туяра? Нет, ее в марафоне нет. Она просто обучение вот проходит 15-часовое пока что. И уже выигрывает. Но у вас очень хорошо получается, вот, и я не знаю, чего вы стесняетесь, выступаете лучше Николая Турушева. Вот, а он уже 4 года тренируется, а вы-то вот прям только вышли, и у вас так хорошо получается, не знаю, чего вы переживаете. Ну, спасибо. Все благодарю. У вас обязательно получится. Мне вообще нравится то, что, как правильно выразиться, вот то, что вы такие вот сплоченные, все дружные, и не надо ничего, скажем так, бояться, переживать. И я понимаю, вы можете построить очень большой бизнес в республике Саха-Якутия, если вы просто-напросто возьмете телефон и будете говорить, как говорится, то, что чувствуете, то, что думаете, именно в социальных сетях. Вот, просто выйдете на связь с кем-то, и вас заметят, и вы просто построите очень большой бизнес. Спасибо. Так, у нас запланирована структурная планерка, поэтому побыстрее, да, время очень ограничено, выступающих много,
Так, Надежда Давай. Пестрякова, город Якутск. Видно, да, меня? И готовится Света Анисимова. Всем привет. Меня видно? Ага, видно, слышно. Да, видно, все Давай. хорошо. Сразу хочу начать с того, что марафон начался 16 января, а у меня 17 января был день рождения. И во время марафона я заново зародилась, можно сказать, потому что когда я была во время тренинга в Байкале, у меня если там выросли крылья, да, сейчас во время марафона у меня они расправились для полета. Потому что во время марафона я поняла, что наши продукты, которые мы принимаем и продаем, они очень крутые, оказывается. И они уже дали результат. Для меня маленькие есть результаты. И еще я научилась ходить в прямой эфир. Но я в соцсетях уже давно сижу и работаю, но в прямой эфир я не выходила. А сейчас уже начала выходить и говорить, и рассказывать. И во время тренинга «Фото изменения судьбы» она действительно работает, оказывается. У меня очень много изменений происходит. И во время последнего Света Николаевна, вы говорили, что когда вы пойдете в свою собственную деятельность, я начну говорить, что мы с какой-то планеты пришли, да? Мне действительно так говорят, что я изменилась в лучшую сторону. Стала рассказывать, по-другому говорить. Вот. И во время марафона очень классно видеть результаты партнеров, так как они не умеют, да? Уже умеют уже. Это очень классно. И даже в Ютубе у них много видео с меня. Вот. И я благодарна Вселенной, что я с вами и в Академии. У меня все. Молодец, благодарю. Так. Так. Меня слышно, девочки? Гилевин, да? Катан қалды. Слышно. Угу. Да. Николай? Да, Николай? ага. Ага, угу. Да, меня что-то, видать, выбило. Угу. Угу. Все. Благодарим Надежду. Все, на связи, ага. Угу. Благодарим. Так. Идем дальше, да? Идем дальше. Угу. Света Анисимова, город Вилюйск. Она, сразу скажу, отличница марафона. Света. Всем привет. Привет, Николай. Здравствуйте, здравствуйте. Я коротко. Марафон для меня как эстафета была. Я старалась выполнять все задания. И у меня самое трудное было это провести прямой эфир. Остальное как-то я старалась выполнить, да? После прямого эфира в Академии, да, у меня пришла уверенность, и я 2 раза провела прямой эфир в истории Инстаграма и ВК. А потихоньку учусь в социальных сетях, выкладывать там анонсы. Ну, вот такие только маленькие достижения у меня. Со временем будет результат, я очень надеюсь. Все. Выступала в Академии в качестве гостя, молодец. У вас обязательно будет результат. Я второй раз хочу вас спросить, там у вас гирлянды висят, почему не включите, когда видео делаете? А ну-ка включите, если можно включить. Можно, да, включить? Включите их, кстати. Да нет,
Пока нет, да? Правильно. Нет, ничего страшного. Я просто в тот раз, когда в академии выступали, хотел вам все сказать. Думаю, почему не включили? Думаю, вот эту вот гирлянду сзади, она бы классно смотрелась. Вот. И сейчас снова на нее смотрю и вспомнил про это. Вот. Все у вас нормально. В академии так зажигали недавно, как будто это выросли, скажем так, на камере. То есть у вас профессия с этим была связана. Все вы преувеличиваете, все у вас хорошо. Красавицы, там девчонки такие выступали, выходили там, столько обратной связи было, вот, говорили возраст такой, а сами там выглядят как это, как, ну, реально столько не дашь, вот, так что сразу видно, что амбассадоры академии, что следят люди за здоровьем, выполняют рекомендации, кушают наши технологии, продукты, так что у нас большое будущее, будем влиять на людей с положительной точки, скажем так, зрения. Это продукты у нас суперские. Согласен, согласен. Так, Светлана, благодарим. Надежда Васильева. Готовится Татьяна Никифорова. Надежда, ты здесь? Ой. Угу. Ты где? Добрый день всем, Николай. Здравствуйте. Здравствуйте. Камера. Ой, видно, да? Камера. М, Передняя камера, где находится? Ото баттаммате. Не включается. Все, ладно. Я Галин, да? О, все хорошо. У нас сегодня праздник, день рождения младшего сына, поэтому Ну, я поздравляем. сегодня выпала. Ай-ой. Ну, я участница марафона. Круто, девка. У меня потихонечку получается. У меня проблема в соцсетях, но потихонечку иду на открытие вот в Ой, у Видичате. меня тоже, не переживайте, то есть тоже в социальных сетях, вот, тоже надо подтянуться. И какие новости у меня? У меня новости. Вчера я заказала новые продукты в Николай. Это я, Васильева Надежда. Вчера заказывала заказ. Надя. Всем спасибо большое. Туяре большое спасибо. Моей Сардане. Ой, Иллер, да? Ага. Слышно, да? Благодарим, да, слышим. Поздравляем вас с днем рождения сына. Все, Вот. у меня пока все. Все, вы молодцы. Сегодня в такой день вышли, как говорится, и отметились, то есть поддержали команду. Так, идем дальше. Благодарим Надежда, молодец. Идем дальше. Татьяна Никифорова, Верхневилюйск, и готовится Христина, завершающий. Всем привет, чемпионы, Николай, Доброе время. Верхневилюйск, Татьяна Никифорова. Вот я на марафоне, да, уже 3-й раз, 2 раза участвовала вот в академии, потом вот у себя в Якутии, вот со своей, вот с командой лидеров, да, и вот нынешний вот наш марафон был таким насыщенным, полезным, результативным, и к чему я научилась. Ну, в первую очередь я вот научилась системности, дисциплины, ответственности, работать с командой. И вот в течение у нас вот марафона нас обучали вот профессионалы, провели лекции, консультации. Это было здорово. И я еще научилась вот вести прямые эфиры, вести вот тетрадь благодарности. Это для меня ново. И еще вот система делать зарядку стала. И еще вести вот свои аккаунты в соцсетях. И монтировать и
вот снимать видеоролики, делать фотоколлаж. Вот так мы растем, прокачиваемся, идем пошагово к своей цели. И вот более стала уверенной еще. И еще вот как-то не хочется оставаться. И вот все успевать. Для меня вот 24 часа уже мало, не хватает. И вот в течение вот марафона я провела две презентации. Первый это со своей структурой, а второй вот с командой лидеров Якутии. Это по республике мы вели такие презентации. И я благодарна вот всем лидерам, и вам, Николай, и, конечно же, Андрею Артуровичу за все. И, конечно же, нашему капитану Туяре. Она у нас супер-пупер капитан. Вот подарок от Вселенной, скажем. Она так грамотно, четко ведет свою команду. И мы, конечно, ее тоже поддержим, поможем. И наша команда становится еще больше и больше, и опытнее. Это вообще круто. У меня все. Благодарю. Светлана, благодарим вас. Нет, вот, я Татьяна Никифорова. Ой. Да. Татьяна, смотрите, вот хорошие такие слова сказали в плане того, что нужно поддерживать капитана и вместе идти к результату. Вот. Я полностью согласен, потому что если я вам также в Иркутске всем сказал, если вы вместе будете держаться, у вас большое будущее. Вот. И я вижу вот это вот сейчас у вас такое сплочение идет. Вот. И еще вы сказали, что вы уже несколько раз были на марафоне. Вот. У меня марафон, знаете, когда начался? В начале 2017 года и до сих пор не закончился. Вот. То есть я каждый день на марафоне, вот, каждый день. То есть у меня каждый день зарядка, у меня каждый день правильное питание, правильные мысли, плюс каждый день заметки, эфиры, и так далее, общение с наставником, и так далее, консультирую, отвечаю, то есть помогаю с долларами, принимаю заказы и так далее. Вот. А смысл в том, что, друзья, если вы хотите все вот реально выйти на новый уровень, вы должны понять, что марафон, он у вас должен быть постоянно. Если вы научитесь жить в таком вот режиме постоянно, приоритеты ставить и уделять время, скажем так, этому направлению, этому бизнесу, а этому бизнесу достаточно в день 2,5 часа. Вот, если 2,5 часа научитесь уделять этому бизнесу, то вы очень быстро здесь достигнете все результата и подпишите себя на марафон. Вот. Благодарю. Это точно. Так, идем. И последний выступающий, да, никого не забыла. Так, Христина Корякина, наша звездочка, город Вилюйск. Христина. Так, ждем звезду. Так, где Христина? Ой, опять ушла. Приветствую всех. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую, Николай, приветствую, Туяра. Приятно очень видеть вас в нашем обществе. Спасибо вам, что уделили время свое нашей команде. Вот, и благодарю Туяру нашу за создание вот этого марафона, за то, что мы, в первую очередь научились работать в команде. Я все время вот это говорю, потому что здесь мы чувствуем именно поддержку друг друга, да. Это не то, что я там не сделала или что. Главное, не подвести команду. В первую очередь у меня идет, например, команда. Вот этому я научилась. И главное, что у нас такой лидер, да, Туяра. Я вот все время смотрю на ее реакцию, да. Она искренне болеет за каждого и радуется даже мелкому такому успеху. И все это у нее на лице, понимаете, эмоционально так все это воспринимает. И думаешь, как бы не подвести, да, ее. Вот.
И я очень рада, что у нас такая команда. Девчонки все супер, все друг другу помогали. Я вот прямо ощущала ихнюю поддержку своим, как говорится, нутром. Вот. Это первое то, что я научилась, я хочу сказать. И главное, я осознала то, что надо в первую очередь любить себя. Если будет хорошо мне, значит, будет хорошо и моему окружению. Вот этому, например, Да. я научилась. Это, наверное, самое вот такое... А то думаешь, всегда за кого-то бегаешь, за кого-то делаешь, а в самом деле, если у тебя хорошо, то и окружение хорошо. Вот, и главное еще, самое главное, наверное, это то, что я поняла, что для достижения любых целей нужно действовать. И я начала действовать. Ну, понимаете, иногда бывает вот так, какая-то цель есть, и вот думаешь, где-то тормозишь, один день там где-то просидишь, тут где-то просидишь, а тут в команде такого нету. Уже надо, раз все двигается, сегодня видеоотчет, каждый пунктик надо, как говорится, выполнять. Вот, значит, это действие, это очень круто должно быть. Вот этому я самое то, что я научилась, я думаю, здесь в марафоне. И главное, научилась тому, что вот посещая тренинги, да, когда вот ежедневно я научилась не просто слушать, я научилась слышать. Это две разные вещи, я вот на этом марафоне поняла, потому что теперь я вот, например, ощущаю, да, что самое основное, то, к чему мы должны идти, это именно основной приоритет давать тренингу. Если ты хорошо слушаешь наставника, идешь за наставником, следуешь, и вот те примеры наших руководителей идут, да, конечно, наверняка мы все достигнем цели, я думаю. Вот уверенность вот эта появилась. И еще что? Стало системно. Я каждое утро делаю зарядку, и это заряжает меня на целый день. Еще научилась я каждый день расписываю свой день по часам. Тогда у меня получается, что я делаю больше дел. Оказывается, если не по часам, то у нас столько времени проходит где-то не в том месте, где-то расхолаживаюсь, где-то. А когда есть планирование, да, вот я удивляюсь, что когда я делаю только на день, и то успеваю, да, а Андрей Артурович на целых 100 лет сделал планирование. Вот. А мы только учимся, как говорится, планировать, хотя бы распланировать свой день. Также я научилась, говорила, не говорила, писала отзывы, да? А теперь начала говорить голосом. Это тоже большое достижение, и это, кажется, развивает твое вот это, ну, речевую, да? И еще самое вот из марафона тяжелое было выйти в прямой эфир. Для меня это тоже было очень тяжело. И когда мы выходили вот в академии на прямой эфир, я такая вообще, мы сидели там втроем, Лена, Света, и я, Света готовилась, тут такой мандраж, все забывает и так далее. И когда вы вот просто-напросто перед тем, как нас снимать, вы же сказали, да? Ну ничего, все так по-дружески и так далее. Вот так скажете, так скажете. И тут я говорю, это же у меня от души простые продукты, как говорить там. У меня же правда результаты. А он говорит, вот так и говорите. Вот это дало мне толчок. Просто меня радует то, что Николай всегда вот найдет те слова поддержки, да, смотивирует. Вот у вас именно такое качество мотивации любого, даже вот человек может быть последний, как бы ничего не смогу, и вы тут его поднимете. И у нас после этого сразу как бы пошло более-менее успокоение. Вот. И что еще?
вот такие, я поняла ценность наших продуктов, да, и ценность наших тренингов. Вот для чего вот все это надо. И поэтому от души, вот, например, уже говоришь не просто так, там какие-то у нас продукты и так далее, да, а ты уже знаешь, чем они ценны, где они готовятся, все вот это, а это нам дает только тренинги, да? Вот. А то про результат только говорить это одно, и показывать то, что нашу трансформацию тоже другое. А то, что вот когда ты знаешь ценность, тогда уже предлагаешь. Люди же всегда сперва думаем, даже мы думали вот вначале, что продукт не купят, может быть, они скажут, что дорого и так далее, да? А вот ты, когда знаешь ценность, господи, они же такие дешевые, да вы что? И когда вот ты уверенность, вот это уверенно говоришь, люди, да, это же твои же мысли идут к ним. Если пойдешь с таким же негативом, к тебе же так же негативно и отнесутся, и так же не купят, да? Потому что ты сама сидишь и дрожишь, что у тебя там оно дорого. А когда вот именно знаешь ценность и говоришь с уверенностью, что продукты, да, супер, да вы что? И они также это воспринимают, оказывается. Вот. Значит, я поняла то, что мы всегда, то есть наше окружение, это наши зеркала. И если у нас все хорошо, значит, у Туяра все получается, значит, Турушев хороший. Если мы хорошие, значит, Туяра хорошая. Я благодарю нашу систему, я горжусь тем, что я вот сейчас в академии всех вместе, и горжусь тем, что я у истоков развития вот этого компании, да, что я являюсь частичной, и что я нахожусь в вот этом сообществе единомышленников, которые что-то прошли, и поэтому такие все добрые, все такие взаимопонимание такое, поддержка. И, конечно, благодарю моих девочек-менеджеров, Светлану и Лену. Они всегда поддержат, всегда. Вот. И я здесь у обрела нас время заканчивается. много девочки все. Спасибо вам. Большое мероприятие. Сейчас будет планерка структурная. Все, ровно завершили. Молодцы. Христина, все у вас будет хорошо. Я хочу сказать, что вот, допустим, смотрите, огонь горит, да, и он потухнет, если в него что, дрова не подкинут. Вот. Следовательно, когда мы хотим куда, допустим, в туалет пойти, если мы до него не дойдем, что будет? Действие, если не сделаем. Вот, и также в бизнесе, в самых простых моментах в жизни, то есть хотим денег зарабатывать, надо делать действия. Хотим борщ сварить на кухне, то есть нужно что? Идти и делать действия. И вот просто есть везде, в каждом процессе определенный алгоритм. Вот, и просто мы, когда это поймем и будем делать и не останавливаться, то мы будем достигать. Это так же, как и в простых каких-то моментах. Вот, так же, как и в печку подложить дров. Вот, вы молодец, вот. Хорошие такие слова сказали. Все, Николай, благодарим. Да, и еще хочу сейчас подытожить встречу. Смотрите, я хотел бы дать всем самую главную рекомендацию. У вас очень хороший лидер, это Туяра, вот, которая именно все организовывает, за каждого переживает, именно... Я вижу, насколько она ответственный человек, порядочный, вот, который уже несколько лет, во-первых, в академии, вот, которая проявила себя. И я настоятельно рекомендую вам всем держаться рядом, потому что вот именно с ней, как говорится, не пропадете, с ней вы будете добиваться серьезных результатов. Вот, так что Туяра молодец. Вот, и вы все вместе с Туярой молодцы. Николай, благодарим за ваше внимание, за ваши рекомендации. Нет, слушно. Есть. Ага. Благодарим еще раз за все, за терпение, за волю нам, да.
И будем держаться вместе. И теперь идем на структурную планерку. Все Ура, чемпионы. Молодцы все. Благодарю. Молодцы. У всех все получилось, так что не надо даже там переживать, что-то еще. И вот такие вот встречи у огонька научимся делать. Будет большой бизнес у всех. Все, давайте обнял, заходим сейчас на планерочку короткую. Благодарим, Николай, Туяра. Всех обнял. Благодарю. Благодарю.